22 или 23 июля этого года я по рекламе в Instagram зашел на сайт Газпром Инвестиции. А именно 26 июля мне позвонили с московского стационарного номера и спросили: вы подавали заявку на Газпром? Я сказал, что заявку я не подавал, но пытался узнать условия вот этих инвестиций. А вы хотите работать и получать прибыль? Ну, естественно, хочу. Для этого заходил на сайт. И предложили такие условия, значит. Вкладываю деньги. Я за месяц получаю где-то 18-20% от вложенной прибыли. И по результатам месяца от этой прибыли я перечисляю деньги этим товарищам в размере 20% от прибыли. Затем я положил на счет, открыли счет фирма Idea Love Group. И я положил туда 30 тысяч рублей. Затем меня передали другому товарищу, который мне позвонил и сказал: ну давай мы еще хотя бы 30 вложим. Я еще 30 перевел. Деньги, естественно, поступали, я их видел на том счете международном, якобы Банк Сингапур. Затем, так как работа вся производила по скайпу, и я открывал им демонстрацию своего экрана, естественно, они увидели у меня на счету 700 тысяч рублей. Владимир Потенин, Владимир Олегович, убедил меня, что надо эти 700 тысяч вложить тоже в работу, так как в банках это 4-4,5%, инфляция по-настоящему гораздо больше, деньги фактически обесцениваются. Ну, я поддался на уговоры и 700 тысяч этих перевел. Затем произошло следующее. Чтобы торговать на этой бирже, надо иметь деньги, ну, допустим, чтобы 20 тысяч вложить в какую-то сделку, надо иметь на счету 30 тысяч долларов. То есть 1/3 как резерв. Вот. И в разговоре, опять же, с Владимиром Олеговичем, убедил он меня, взять еще в банке кредит на 1 миллион, который я взял и тоже добровольно я туда перевел. Начались сделки, они мне говорили, куда чего вкладывать, при каких условиях закрыть сделку, при каких открыть. Ну, началась там небольшая прибыль, $600, $1600 в сутки. Таким образом, в один прекрасный момент, а именно 5 августа, мой счет превысил 25 тысяч долларов, а именно 25 350 долларов оказалось. И мне пришло сообщение по электронной почте из банка Сингапур, что с 1 августа меняются условия страхования. И так как мой счет превысил 25 тысяч долларов, мне не предложили, а буквально заставили застраховать счет. Для того, чтобы застраховать счет, я должен был перевести 6022 доллара, из которых 170 долларов вычтут за страховку, остальные придут мне на счет. Что я по незнанию, а мой так называемый брокер, который мной руководил, в результате того, что там лимит переводов из банков кончился, у нас получилось, что мы отправили этот перевод 2 траншами по 3000 долларов. Вот. Поступил опять звонок, что компьютер не распознал эту уплату страхового взноса, так как он 2 траншами поступил. И поэтому надо еще заплатить 6022
22 доллара одним траншем. В течение 3 или 4 дней я эти деньги изыскивал и в результате заплатил. Да, мой счет застрахован. И дальше началось выкачивание денег. То есть я заплатил штраф за просрочку резервной ячейки, в которой лежали мои деньги до момента страхования. Платеж опять произошел такой: заплатите 9 тысяч долларов, мы 3 тысячи вычтем, а 6 тысяч упадет вам на счет. Затем, вроде бы это все состоялось. Затем мне опять звонят и говорят: заплатите 12 тысяч долларов, потому что вы попытались вывести 12, а это облагается налогом, который вам вернется в течение 30 дней. Затем заставили еще 8 тысяч долларов заплатить таким образом. И в результате на сегодняшний день я еще должен заплатить 11 700 долларов, чтобы деньги вывести все, которых у меня, естественно, нет, и уже никаких резервов и никакой возможности у меня заплатить нет. И все это происходит на словах. Нет никакой гарантии, что после этого платежа возникнет еще какой-нибудь. В результате всех этих действий я попал на 5 миллионов 600 тысяч рублей, из которых своих было только 700 тысяч.